твою мать! Я люблю это дело. Бывает катаклизм. Вот это... Сообщает корреспондент русской службы новостей. В 11:45 на Красной площади стартует турнир с участием юношеских сборных России, Германии, Испании и Италии. Развитие событий в наших следующих выпусках новостей. Только перед началом движения не забудьте отрегулировать под себя кресло и зеркала заднего вида. Пристегнитесь. Теперь остается только оценить ситуацию на дороге и включить указатели поворота. Вы быстро найдете в автомобиле рычаг включения указателей поворота. Как правило, он располагается за рулем слева. И положение вверх включает правый поворотник, положение вниз – левый. Водители, совершая любой маневр, должны подавать сигналы поворота всегда, независимо от того, есть ли на дороге другие участники движения или их нет, и находится ли водитель на дороге общего пользования или за пределами дороги. Вот здесь никуда, кроме как направо, нельзя, но в данной ситуации водитель должен включить правые указатели поворота. Перекресток с круговым движением. Всем понятно, что, въезжая на круг, водители будут поворачивать направо. Но и здесь включение правого указателя поворота обязательно, в том числе и при выезде с кольца. Всегда и везде, перед началом любого маневра, водитель обязан подавать сигналы указателями поворота, за исключением случаев, когда это может быть неоднозначно понято другими участниками дорожного движения. Также включение указателей поворота не должно никого вводить в заблуждение. Обратите внимание, водитель белого автомобиля собирается припарковаться сразу за перекрестком. Если он сейчас включит правые поворотники, он точно введет в заблуждение водителя черного автомобиля. И водитель черного автомобиля, думая, что белый поворачивает направо, начнет движение. Этого не случится, если белый покажет сигнал поворота чуть позднее, хотя бы доехав до середины пересекаемой дороги. Сигналы поворотов не следует подавать, если эти повороты совершаются вместе с дорогой. Вот, например, сейчас вы будете поворачивать направо, потому что сама дорога поворачивает направо. При этом по отношению к полотну дороги вы не совершаете никаких маневров. Вы не собираетесь останавливаться. Вы не собираетесь сворачивать с дороги в лес. Вы не собираетесь поворачивать на другую дорогу. Ее тут и нет. Вы просто повинуетесь изгибам самой дороги. Наверное, сюда поворачивает. Автомобиль. И в одном случае он остановился, не включив указатель поворотов. Вот загорелись стоп-сигналы, а сзади едущий автомобиль, который сзади его движется, очень близко к нему подъехал. И теперь для того, чтобы ему объехать автомобиль, иногда даже приходится включать заднюю передачу. Но если даже не включать эту передачу, то все равно круто выкручивать руль налево, обзора никакого. Тем самым мы создаем опасность для движения. А вот следующая ситуация. Сзади его едущий водитель теперь прекрасно видит его намерение. У него есть возможность заранее объехать, или же он уже не будет так к нему приближаться, как в первом случае. Вот сейчас смотрите, у нас скорость небольшая, 20 км в час. Вот видите, пролегающая территория. Я проезжаю ее, только потом включаю правый поворотник. То есть меня точно теперь все поймут, что я еду именно здесь направо, а не на пролегающую территорию. Сейчас скорость приличная, 60 км в час. Мне нужно поворачивать на дороге направо, но я включать буду поворотник только после вот этой пролегающей, чтобы меня правильно поняли. Еще очень важная ситуация, когда вы хотите где-то повернуть налево. Например, я на перекрестке хочу повернуть налево. Вот когда вы поворачиваете налево, старайтесь включать поворотник немного ранее.
Почему? Потому что если вы включаете поворотник, видите, здесь нет никаких прилегающих, меня правильно поймут. Если вы будете включать поворотник в самый последний момент, это будет не очень хорошо для позади едущих водителей. Например, видите, он выезжает с прилегающей территории. Вот, например, я сейчас хочу перестроиться в правый ряд. Либо я сейчас это делаю, пока никого нет, и выключаю поворотник. Вот сейчас этого делать уже было бы не надо, иначе он может нас не так понять. Он будет, конечно, не прав, но очень часто я вижу такие аварийные ситуации. То же самое, хочу на светофоре повернуть, не надо сейчас включать. Вот этот «Газель» подумает, что вы сюда хотите повернуть и может под вас стартануть. Поворотты оңго буруп, бияқта қарап, өткөзүп, анан кийин гана солго перестроение кылыш керек. Только солго бурулуу керек. Анан обязательно включать ачыш керек поворотникти. Поворотник күйбөй калса, же иштебей калса, жана башка учурларда кол менен дагы бурулса болот. Солго, мисалы үчүн, солго бурулуш үчүн колуңарды жөн эле мындайынан чыгарасыңар. Мындайынан солго бурула бересиңер. Просто мунун эмнеси апасыныраак, бир колдоп айдаганга, мисалы үчүн механик айдагандар, ошолорго кыйыныраак болот. А так ушундай учурларда солго бурулуу деген ушундай. Эң самый главный ошо поворотко чейин эртерээк чыгарышыңар керек да. Негизи эле поворот бурганда ошо поворотко чейин, маневр кылганга чейин эртерээк поворотты күйзүшүңөр керек. Оңго буруларда мындай кыласыңар. То есть колуңарды бүгүп өйдө кыласыңар. Ошондо оңго бурулат. Право рулдарга болсо солго бурганда ошондой эле узундан кыласыңар. Оңго бурганда, солго бурганда мындайдан көтөрүп чыгарып коесуңар. Ошол. Ана мындай дагы бар. Жөн эле көтөрөсүңөр өйдө тик. Мында бүкпөй эле, мында өйдө прямой көтөргөндө бул арткы машина сизди токтоп атат деп билиш керек да. Токтоп атканда гана прямой угулга өйдө көтөрөсүңөр. По правилам, если главное меняет направление вправо, необходим правый указатель поворота. Если же главное уходит влево, то необходимо включить левый указатель поворота. Кроме того, если при движении по главной несколько полос, то необходимо занять крайнюю, согласно пункту 8.5 ПДД. При повороте направо это правая, при повороте налево это левая. Но если перед перекрестком висят знаки 5.15.1, 2 или разметка 1.18, разрешающие поворачивать с дополнительных полос, то не обязательно занимать крайнее положение. Москва шаары, көбүнчө ушу Москва шаарда ушундай жолдор көп. Мындай келет, бир эле жол бар. То есть знак предписывающий только оңго деп турат. Водительдер ушу көп адашат негизичи. Сол поворотты жагат. Сол болгондо руль каяка бурулса, ошол жака жагыш керек да. Биякта бул только оң болуп турат, значит оңго жагыш керек. Анан чыккандан кийин перестраивать эткенде солго жагыш керек. Азыр водительдердин ошибкаларын карайлы. Кандай кылып жагышат экен. Руль каяка бурулса, бурулганга чейин обязательно жагыш керек повороттерди. Жакпай койгон болбойт. Жагыш керек. Оңго буруп атат. Оңго жагып атышат. Солго жагып атат, туура эмес. Ушун көп водительдер адашат. Биринчи оңго жагып туруп, перестраивать эткенде анан оңго жагыш керек. Бул оңго жагып атат. Любой повороттордон поворот
руль каяка бурулса ошол жака жагыш керек да поворотникти. Жакпай койгон болбойт. Мо жакпаган уже нарушение да. Анан дагы айта кетерим, бул островок безопасности деп коет. Москвада көп водительдер үчүн островок безопасности парковка кылат экен. Биздин Кыргыз Республикабызда атайын пунктта белгиленген островок безопасности парковаться эткен болбойт. Российский ПДДдан тапкан жокмун, андай островок безопасности именно ошол жерде жок экен. Болбойт деген. Бирок могу разметкалар бир разметка, бул сплошной сыяктуу да. То есть чийилген разметкаларын бузуп кирип атат. Бул уже нарушение. Бул жерге токтогонго болбойт негизи эле. Островок безопасности жок болсо деле бул жерге киргенге болбойт. Мен бул жерде турам. Азыр инспекторлор келди. Эмнеге келди билбейм, ДТП болсо керек. Мага претензия кое электе мен кетип калайын.